Космический телескоп НАСА Джеймс Уэбб вышел на заданную орбиту. Робот-официант обслуживает гостей в иркутском ресторане, а автослесарь из полюса холода прославился на весь мир через ТикТок. Вы смотрите новости из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Космический телескоп НАСА Джеймс Уэбб совершил финальную коррекцию курса и вышел на заданную орбиту. Вращаться наблюдатель будет вокруг второй точки Лагранжа. Она находится в 1,5 миллиона километров от Земли. Далее подробности миссии Джеймса Уэбба. Космический инфракрасный телескоп НАСА Джеймс Уэбб завершил перелет до второй точки Лагранжа, расположенной в 1,5 миллиона километров от Земли, и вышел на рабочую орбиту вокруг нее. Путешествие заняло 29 дней. За это время обсерватория успела развернуть все основные элементы, включая теплозащитный экран и оптическую систему, а также совершила несколько маневров для коррекции траектории. Теперь телескоп начнет 5-месячную подготовку к научным наблюдениям и остынет до рабочих температур. Как ожидается, первые снимки Джеймс Уэбб пришлет на Землю только летом этого года. Мы ожидаем, что с этого удивительного нового телескопа будут получены действительно впечатляющие и красивые изображения. Но кроме того, они, конечно, будут потрясающими с научной точки зрения. Первый год научных наблюдений Джеймса Уэбба уже распланирован, и мы будем изучать Вселенную, начиная от объектов в нашей собственной Солнечной системе и заканчивая поиском самых первых галактик, которые родились после Большого взрыва, и все во времени и пространстве между ними. Это будет потрясающе. Проект телескопа реализовывался более 2 десятилетий с участием США, Канады и ЕС, с многочисленными техническими сложностями и многократным превышением бюджета. По оценкам специалистов, конечная стоимость миссии Джеймс Уэбб, который, по заверениям создателей, видит в 100 раз дальше, чем его предшественник, космический телескоп Хаббл, достигла $10 миллиардов. Ожидается, что топлива для поддержания орбиты обсерватории хватит как минимум на 10 лет. Американская компания представила прототип умного пистолета. Оружие распознает владельца по отпечатку пальца, пин-коду или с помощью мобильного приложения. У подобных разработок в Штатах есть как сторонники, так и противники. Одни считают, что это позволит сократить количество смертей от огнестрельного оружия. Другие уверены, что из-за подобных разработок государство сможет усилить контроль за продажей оружия в Америке. Этот пистолет калибром 9 мм, разработанный американской компанией Loadstar, в своем роде именное оружие. Стрелять из него может только владелец. Хозяина оно распознает по отпечаткам пальцев или пин-коду. Подтвердить личность можно и по телефону. Третий метод — это Bluetooth с низким энергопотреблением. По сути, у нас есть мобильное приложение, которое связывается с оружием по беспроводной связи, и вы можете заблокировать или разблокировать его. Пока инженеры создали прототип и рассчитывают скоро вывести его на рынок, причем по цене айфона за $895. Но случится ли это? Ведь подобные разработки оружейники обсуждают не первый год. Авторы идеи считают, время пришло. Технологии, включая мини-аккумуляторы, позволяют сегодня создать умное оружие компактным и способным работать продолжительное время. Готовы к новинке покупатели, для которых доступ к гаджетам по пин-кодам и отпечаткам пальцев стал рутиной. Плюс это повышает безопасность. В Loadstar говорят, разработкой персонального пистолета решили заняться после череды несчастных случаев с детьми, которые играли с оружием, оставленным без присмотра. Я наблюдал жалкий провал любых попыток что-то сделать в безопасности использования оружия. Лоббирование, регулирование, судебные иски, знаете, все это ни к чему не привело. Ни одна жизнь не была спасена. Правда в том, что статистика смертей только растет. Более того, уверены разработчики, умные пистолеты снизят количество самоубийств. Полицейские смогут не опасаться за свое табельное оружие. Но есть и скептики, которые считают, что подобные разработки ни к чему хорошему не приведут, а только усилят контроль государства за продажей оружия в США. Если бы мне каждый раз давали по 5 центов, когда я слышал, что кто-то говорит, мы собираемся вывести на рынок так называемое умное оружие, я бы, наверное, уже был на пенсии. Мы слышали это много-много раз. Я поверю, когда увижу. Еще раз желаю им добра. Единственное, против чего мы выступаем, это обязательная продажа умного оружия. Пусть рынок работает, это лучший способ.
Есть и еще одно опасение. Хакеры, которые уже подпортили репутацию смарт-оружию. В 2014 году из магазинов исчез умный пистолет немецкой компании Armatix, когда обнаружилось, что его удалось не просто взломать, но и производить выстрелы из него. Специалисты из швейцарской высшей технической школы Цюриха снабдили четырехногого робота-собаку системой контроля. Основана она на анализе данных как с камеры, так и с датчиков осязания. Создатели надеются, что их разработка поможет механизму передвигаться по сложной местности. Новая система управления, которой разработчики снабдили четвероногого робота-собаку под названием Animal, поможет ему перемещаться по сложной местности, там, где обычной камеры будет недостаточно, утверждают специалисты из швейцарской высшей технической школы Цюриха. До сих пор, когда робот полагался только на зрительное восприятие, он считал, что карта всегда права, то есть если впереди видна ступенька, то робот верит, что она есть. Но в реальности, когда мы выходим на улицу, ситуация зачастую иная. Например, высокая трава с точки зрения робота может показаться осязаемым препятствием, и если робот верит только карте, то он в траву не пойдет. От этих ошибок и должна защитить наша разработка. В качестве другого примера такого препятствия разработчики приводят глубокий мягкий снег. Чтобы робот мог передвигаться по такого рода местности, его снабдили датчиками осязания и научили его принимать решения, проанализировав данные как с камеры, так и полученные им на ощупь. Чтобы проверить, насколько хорошо действует эта система контроля, ее создатели решили отправить Animal на гору Эцель высотой более километра в швейцарских Альпах и заставить его пройти по заданному маршруту. Результатом исследователи остались довольны. Склон был довольно крутым, местами даже нам идти было тяжело. Это было довольно утомительно, но робот смог преодолеть все эти препятствия, и нам не нужно было ему помогать. В настоящее время в мире уже используются сотни четвероногих роботов, большинство из которых произведено компанией Boston Dynamics. Они работают в неблагоприятных промышленных условиях. Например, один из них проводит исследования на Чернобыльской АЭС, а другой на нефтяной платформе BP в Мексиканском заливе. Ну а робот-бармен будет смешивать коктейли в медиацентре на Олимпиаде в Пекине. Он умеет готовить свыше десятка различных коктейлей, как с алкоголем, так и без него. С помощью роботов организаторы игр намерены повысить уровень безопасности. Смешать, но не взбалтывать. Или все же взболтать. Любая задача по плечу роботу-бармену, установленному в главном медиацентре, который будет работать в Пекине во время Олимпийских игр. Журналисты, занимающиеся освещением мероприятия, смогут сделать свой заказ и получить готовый напиток в баре главного обеденного зала. Аппарат запрограммирован на то, чтобы делать более десятка различных коктейлей, как с алкоголем, так и без него. Работает бармен с поистине олимпийской скоростью. На то, чтобы отмерить, смешать и подать идеально сбалансированный напиток, механизированному манипулятору требуется всего лишь от 70 до 90 секунд. Барменам-людям остается лишь украсить коктейль и подать его к столу. С помощью роботов организаторы игр намерены повысить уровень безопасности и снизить риски заражения коронавирусом. Зимняя Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада с 4 по 13 марта. Тем временем робот-официант уже обслуживает гостей в иркутском ресторане. Новый работник с мордочкой кота на дисплее появился в заведении в декабре прошлого года, но уже полюбился посетителям. Подробности далее. Как рассказали сотрудники ресторана, сперва роботу задают название блюда и номер стола, после чего он отвозит заказ гостям. Ориентироваться в пространстве механическому официанту помогают датчики на потолке заведения. По прибытии к столику робот желает гостям приятного аппетита. А если в ресторан приходит именинник, то подает ему блюдо под праздничную музыку. Посетительница Инна Назарова, которая пришла в заведение вместе с дочерью, порадовалась нововведению и сказала, что вернулась бы снова. Мы подумали, что младшей дочке было бы еще интереснее, 2,5 года. Та бы, наверное, была вообще в восторге, потому что космические такие технологии. Ну, круто. Управляющая рестораном Анна Батоева рассказала, что робот-кот не только разносит еду, но также участвует в шоу-программе на банкетах и радует своим необычным видом детей. Очень интересно смотреть, как на него реагируют дети.
Дети за ним бегают просто толпой. Вот за этим котом гладят его, там, обнимают, то есть очень рады этому коту. Реакция у гостей просто ошеломительная, гости очень рады. Банкеты заказывают, чтобы им обслуживал тоже кот. Это как шоу, какая-то дополнительная шоу-программа для нашего ресторана. Кроме того, робот умеет реагировать на прикосновение. Однако, если гладить слишком долго, то он может возмутиться. Тогда на экране появится хмурая мордочка, и кот будет недовольно мяукать. Нового сотрудника персонал прозвал Федерико. По их словам, в свободное от заказов время механический помощник проводит возле барной стойки. Автослесарь из поселка Усть-Нера Аймеконского района Василий Зяблицкий прославился на весь мир через соцсети. Зяблицкий ведет блог о жизни на севере и набрал почти 2 миллиона подписчиков в ТикТоке. В Инстаграме у него также почти 200 тысяч подписчиков. Далее расскажем, как хорошее настроение и чувство юмора помогает не просто выживать, а собирать внушительную аудиторию. Социальная сеть TikTok с каждым днем объединяет все больше и больше людей. С его помощью кто-то ищет признания, кто-то самовыражения, а кто-то друзей и единомышленников. Для некоторых эта площадка помогает скоротать время, а кто-то узнает новое. На аккаунт Василия Зяблицкого подписано около 2 миллионов людей. Автослесарь рассказывает о жизни на севере в легкой и юмористичной манере. Желающие поехать на север, чтобы денег заработать. Трусы с собой шерстяные берите. Родом Василий из республики Алтай. В Якутию, а именно в Усть-Неру, приехал на заработки. Работает автослесарем-агрегатчиком. Помимо работы в составе аварийной службы, очень часто случается помогать застрявшим в снегах автомобилистам. Именно в лютые холода техника иногда не выдерживает и ломается. Об этом и был первый ролик Василия, который попал в топ. Первое видео, где мы с ребятами попали в очередную ситуацию, то есть пытался их вытащить. Вместе с ними отогревали машины в условиях. Начал выкидывать, и народу начало нравиться, зрителям. Просто решил продолжить. Человек я юморной, с самой школы у меня было прозвище Евдокимов. Потому что любил юмор. Дальше больше и в кратчайшие сроки популярность Василия начала расти. Кроме огромного количества лайков и просмотров роликов о жизни на севере, подписчики отмечают, что больше всего их подкупает харизма и подача тиктокера. А сам блогер отмечает, что на севере без юмора нельзя. Всегда на позитиве, в полном оптимизме. Идем только вперед. Никаких слез, никаких этого. Одна наша большая гаражная дружная семья. История Василия – это пример каждому о том, как надо любить. Любить родной край, любить дело, которым ты занимаешься. В конце концов, любить жизнь, даже когда живешь на полюсе холода. Здесь нет героев на севере, здесь все простые работяги. Сварщик, токарь, электрик. Все простые ребята, свои волшебники. Так-то в Якутии работать очень хорошо. Ну, честное слово, как мороз, хоть и увольняйся. Привет, Колян. А вот, Коль, как относишься к роликам, которые я снимаю? Ну как, на севере без юмора никуда, так что... Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен в инстаграм-аккаунте yak24.ru и на одноименном YouTube-канале. Но если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!